Я могу сказать о своем друге чеченце Султане Саеве. Султан Саев – это мой друг, он с Панфиловского района, это окраина Кыргызстана, граничит с Казахстаном, вот оттуда. Наш был друг Султан Саев, хотя он чеченец, но он большой душой горел за процветающий Кыргызстан. Вот когда во время режима Акаева, в режиме Бакиева, президента Бакиева, когда мы были в тяжелых гонениях были, и вот он, я его чувствовал себе с ним как настоящего бойца, настоящего друга, настоящего верного товарища, партийца. Вот. В самые тяжелые времена после революции 2010 года мы организовывали дружины, где живут компакт население, живут где узбеки, дунгане, там другие нации, кыргызы, вот так далее. И вот были провокаторы, были такие элементы, которые хотели разжечь межнациональные конфликты. И вот тогда своим авторитетом Султан Саев организовал в Панфиловском районе дружину. И вот ночью они дежурили, патрулировали, в общем, покой, чтобы в народе был покой, спокойствие было, чтобы мародерства не было, чтобы межнационального конфликта не было. Я могу пример привести. Конечно, сейчас Кыргызстан переживает такое, может быть, нелегкое время, когда спад экономики идет и так далее. Но когда многие мигранты уезжают ради заработка, уезжают когда в Россию, в Казахстан, это коренные, когда кыргызы уезжают, это обидно. Но с одной стороны, когда остаются, допустим, врач у меня был знакомый чеченец, и друзья чеченцы такие, они здесь себе вполне чувствуют себя комфортно, работают нормально, занимаются бизнесами, у них есть здесь свои рестораны, есть ресторанный бизнес, поэтому я не думаю, что чеченцы там кто-то их ушемляет или нет. У нас, по-моему, такого вообще нет. У них, по-моему, такое понятие даже отсутствует, по-моему, что их кто-то ушемляет, что он с другой национальности. Нет, мне кажется, нет такого. Поэтому мы живем как в одной семье, по-моему. Мы в детстве вообще играли, вместе ходили, мы не знали, кто чечен, кто киргиз в то время. Мы дети были, на самом деле. Мы соседи были через дом. Тот Султан, самый младший был у них, балованный был. Я тоже у стариков жил, у дедушки, у бабушки. Мы день то у него, день у меня, вот так и жили. Потом где-то в 66-м или 67-м году они переехали в Чечню. После этого я не видел. Но это старший брат, где-то лет через 20, наверное, старший брат приехал. Он к нам в село приехал, был в гостях. И он начал фотографировать, видеокамеру снимать, где раньше, детство, где играли. И он нас говорит: пойдемте, где мы воду брали, говорит, колодец, туда пойдем, говорит, вот этот колодец я хочу. И около колодца мы там беседовали, о детстве вспоминали. И у меня дядька был, Аскар. Его он пригласил в Чечню. Он где-то месяц там был в гостях. Абозов Аскар с этого села. Они со старшим братьем ровесник были. Где-то 53-го или 52-го года они были старшие. Я забыл, как его зовут. Ну, они после этого уже мы давно не виделись. Сейчас мне уже 61. Если ты меня видишь, Султан, привет. Идрису привет передай. Вспоминаем, скучаем, нет-нет. Мы жили как родные. Не было такого вообще, чтобы не играть, не ходить, это чечен или это, такого не было. Мы пацаны вместе ходили в тытовник, ходили в сад, ходили. Нету здесь деления, что то чечен, то русский, то казах. У нас нету здесь такого. Нету, в самом деле нету. Тот узбек или карачай. Ну, мы в едине живем. Мы знаем, что Аллах есть. Мы
голые пришли на эту землю и голые уйдем. Самое главное, это узнаем. А чтобы деление было, это нету. Я это истинно говорю. У меня друг был один чеченец. Уехал в Чечню. Так у меня общее представление, что это гордый народ. Депортировали во время войны в 1944 году, кажется, то, что не знали. И многие говорят, уехали уже назад в Чечню. Так знаю, что с Россией воевали огромной. Россия еле справилась. Чеченцам мне нравится, что у них культура, как на нашем культуре, больше похожа. И они люди искренние. И, как сказать, они держат отношения надолго, да? Поэтому у меня с ними надолго отношения. И я их уважаю. И люблю их, и они меня тоже как взаимно. Поэтому я вот с ними, да, долгое время уже с ними.